Во-первых, это для меня действительно было неожиданностью. Я многое ожидал, я думал, возможно, что-то где-то кому-то не понравилось, что я снял. Ну, я все что угодно ожидал, мы многое им перебирали. Честно говоря, думали, может быть, за встречу Василия Полякова, там восприняли это как опять по 23-34, что-нибудь подобное. Вот. Но для меня было неожиданностью, что просто-напросто взяли YouTube-канал, взяли ролики и написали, что это изготовление и распространение материала средств массовой информации. Для меня это действительно было неожиданностью. То есть прецедент очень интересный, и очень интересный будет суд. Естественно, я судебной системе не доверяю. Естественно, я так понимаю, что меня все равно суд оставит виноватым, но будем обращаться дальше, будем обращаться в ООН, Комитет по правам человека. Будем дальше действовать, сидеть на месте не будем. Калі разбіраць гэтую абсалютна абсурдную, я б сказаў, дэманстратыўна абсурдную сітуацыю, на вашу думку, гэта што? Гэта рэакцыя на, альбо нават не рэакцыя, а прыкмета таго, што вось гэтыя пасадкі, в прынцыпе, эфекту патрэбнага ўладам не далі, а таму яны зараз збіраюцца вас паспрабаваць рублём караць, альбо дакладней выхоўваць, ці правільна я разумею, альбо это спроба запалохаць. І я чаму пра штраф кажу, бо, напрыклад, нашых журналістаў увесь час штрафуюць, калі па гэтым артыкуле судзяць. Як вы расцэньваеце? Ну, здесь два самых актуальных, я думаю, момента. Первый момент – это взяв меня, так как знают, что, в принципе, я один из самых известных блогеров в Беларуси, и взяв меня, зная, что, естественно, обо мне начнут говорить независимые СМИ, такие как вы, и другие СМИ независимые. Они это прекрасно знали, что это будет озвучивать и в интернете, и в СМИ, и в газетах, там, и так далее, и так далее. Они специально взяли меня, чтобы напугать других блогеров, чтобы люди не продолжали открывать каналы, а это продолжается, и Гомель у нас лидирует, у нас все больше и больше блогеров. То есть тем самым они правильно поступили, но правильно со своей стороны, очень действенно. Напугать других, показать, вот посмотрите, человек снимает, показывает, и его за это судят и наказывают, напугать других. Ну и второй фактор все-таки остановить меня, чтобы я перестал снимать, рассказывать, показывать, то, что видят мои глаза и слышат мои уши. Они меня пробовали усаживать за решетку в ИВС на месяц, посмотрели, что месяц в холоде, с холодной водой в квадратном бетонном помещении не подействовал на меня никак. Значит, решили попробовать рублем меня наказать, угомонить, так сказать. Так что вот я вижу два фактора. Угомонить меня, первый фактор, напугать других, второй фактор. Ну, и, в принципе, напугать других, я думаю, опять же, у них немножко будет получаться. Но я прошу, те, кто меня слышит сейчас, будут потом слышать, не надо бояться показывать правду. Показывая правду, вы ничего не нарушаете. А то, что меня будет осуждать, мы, еще раз говорю, мы будем добиваться правды в ООН. То бок, все-таки вас, як можна зразумець, яны не запалохаюць гэтым рублём. Між тым, вы таксама выказывалі такую версію, што, магчыма, гэта такая помста вам за тое, што прайшліся дастаткова рэзка па БТ, якія вас, па сутнасці, аклевіталі. Ці гэта таксама улічваеце? Да, я об этом говорил и другим журналистам. Я считаю, что вполне возможно, увидев мой ролик с БТ, когда они показали мою жену в не очень хорошем свете, я об этом тоже снял в ответ ролик, и, видимо, там где-то наверху решили отомстить. Возможно, это лично мое мнение. Максим, ну вось вы перед этим говорили, описывали по сутнасці такую кантраляваную, запланаваную правакацыю, дзе яны пралічылі наперад, што вось будзе у тым ліку, напэўна, рэакцыя незалежных СМІ, у тым ліку тут на Белсаце будзем размаўляць. Так можа нам і не варта было б размаўляць і шуміхі ніякай рабіць, як думаеце?
Нет, действовать все равно надо в любом случае. Во-первых, я не буду отрицать, я не знаю, намеренно они это сделали или совершенно не подумав, случайно сделали, но тем не менее это как бы и на руку. Они сделали очень серьезный пиар и для меня, и для вас в том числе. Поэтому, ну, я считаю, они допустили ошибку. Они допустили очень большую ошибку, им не надо было так действовать. Паслухайце, я вось наконт яшчэ гэтай фармулёўкі, што вы падмянілі сабой дзяржаўныя СМІ. Магчыма, з вашай дапамогай разбяруся у выніку-то, што яны мелі на ўвазе. Стала БТ больш ці БТ стала менш? Як вы ацэньваеце? Я считаю, БТ стало меньше. То есть они, получается, написали, что с учетом роста популярности своего канала, я быстренько зачитаю, Филиппович Максим Геннадьевич фактически подменяет собой государственные СМИ. То есть они испугались. Люди начинают все больше и больше смотреть видео, смотреть и слушать видео из Ютуба, из соцсетей, потому что они видят, что простые люди, они ничего не искажают, как все есть, так мы и снимаем. Ну, я, во всяком случае, за себя отвечаю. Как вы видите суд, так он и есть. Ну, естественно, я что-то лишнее оттуда убираю, потому что если весь суд сделать ролик, там, 4 часа, 3 часа, это очень долго. Но никакой линзы на свою камеру волшебной, как делают некоторые зомбо-СМИ, так сказать, я не одеваю. Я показываю все в том свете, именно в котором оно есть. И, естественно, им страшно, они боятся. Потому что если люди будут все больше и больше узнавать правды, будут и все скорейшие перемены в этой стране. Они боятся, что блогеры затмят зомбоящик. Ну, шчыра кажучы, гэта ўжо адбылося. Між тым, калі у вас была раней рэакцыя на вось гэты пасквіль з боку БТ, то калі пра прагнозы далей, ну, безумоўна, зразумела, што будзеце дзейнічаць далей, ці будзеце у адказ на гэты пратакол здымаць нейкі адмысловы ролік, і ці будзе там, напрыклад, нейкая прапанова тады да БТ, попросту зачыніцца, таму што калі іх ужо відэаблогеры абышлі, замянілі, то ну як бы навошта на іх марнаваць дзяржаўныя грошы? Ну, что-то я снимать, думаю, в любом случае буду. А по поводу БТ, ну, к БТ конкретно обращаться не буду. Давайте смотреть правде в глаза. Конкретно про БТ здесь ничего не написано. А по поводу моего личного мнения о них, да, возможно, я выскажу свое личное мнение. Потому что, ну, вы знаете, я вам честно скажу, даже моя уже практически 80-летняя бабушка, даже она уже не верит им. Она уже даже смотрит и понимает, подходит Максим. Но я же вижу, что это бред какой-то на определенные некоторые там передачи.